Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Обычно в октябре и ноябре я квашу капусту. Она полезная, очень вкусная и всегда присутствует на моем столе к обеду или ужину, или на праздничном столе. Вам настоятельно рекомендую приготовить вместе со мной. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Капусту нужно выбирать плотную, поздних сортов. Обычно это делаем в октябре, либо в начале ноября. В принципе, квасить капусту можно в любое время года, но вот в это время она, конечно, идеально получается, потому что нужно брать белокочанную капусту, поздних сортов и плотненькую, не рыхлую. И сейчас освобождаем от кочерышки и нарезать будем. Обязательно внешние листья обязательно нужно убрать. Я хорошо промыла капусту, убрала внешние листья. И сейчас можем нарезать либо ножом, либо нарезаем теркой специальной. Сильно крупно не нарезайте, нужно нарезать тоненько. Посмотрите, какая капустка должна быть. Вот такие должны быть брусочки, если так можно назвать, то есть тоненькие. Где-то 3-4 миллиметра, 5, не больше. Капуста такая хрустящая, такая сочная. Если вы начинаете квасить капусту уже в позднее время, другое время года, она может быть суховатой. А вот именно в октябре, в ноябре она еще очень сочная. Салаты люблю из этой капусты. У меня еще есть вот такая замечательная терочка. Очень удобно с ней натирать. Просто идеальный размер получается нашинкованной капусты. Посмотрите, какая красота. Очень быстро получается. Намного лучше, чем ножом. И вот посмотрите, какая капуста получается. Просто идеальная. Красивая, эстетичная прелесть. Я сначала капусту всю нарезаю, потом ее взвешиваю. Если вы квасите в квартире, где у вас теплая температура, у вас заквасится такая капустка за 3-4 дня. Если у вас собственный дом, у вас холодно, в холодном месте будет у вас капуста кваситься, то она будет кваситься 10 дней. Обычно мы квасим и держим на балконе, холодно когда, и квасится в течение 7-10 дней. Поэтому очень зависит многое, чтобы у вас хорошо получилась капуста, от температуры. И точно так же добавление соли. Если у вас дома тепло, соли добавляете меньше. Потому что соль, она вот как и дрожжевому тесту мешает подниматься, также и квашеной капусте мешает кваситься. Поэтому, если температура у вас холодная, соли добавляете больше. Вот просто это правило для себя запомните, и вам будет очень легко и удобно. Такую терку я брала на маркетплейсе, вы всегда у меня спрашиваете. Терка для корейских салатов, очень много насадок. Если хотите, на всех маркетплейсах есть такая терочка. Так и забейте в поисковике терка для корейских салатов. Несколько насадок, вот они здесь хранятся, очень удобно. Итак, я нарезала капусту. Капуста у меня здесь 5 килограмм, чуть больше. 5 килограмм 60 грамм. На 1 килограмм капусты расчет соли, я уже вам про температуру говорила, это от 12 до 20 грамм. Если жарко, то вы добавляете меньше соли. Если холодно, больше соли. И по поводу морковки. По ГОСТу СССР морковки можно добавлять от 16 грамм до 50 на 1 килограмм. Вот для себя просто это запомните и все. Морковь что делает? Если вы добавляете слишком много моркови, она дает слизь, и она дает темный цвет капусте. То есть вы можете добавить тмин, сухой укроп, бруснику, клюкву, яблочко зеленое, семеренко. Очень хорошо. Но я сегодня буду показывать вам просто классическую,
капусту квашеную по ГОСТу СССР. Самое, я считаю, лучшее, бюджетный вариант, очень вкусное получается, ароматное и сочное. Не жимкаем. Сейчас мы будем нарезать морковь. Насадку меняем. Я буду для корейской моркови такую терочку брать. И натираем морковочку. Вот такими тоненькими. Очень эстетично. Она прекрасно тоже заквасится и будет и красиво, и вкусно. Показала вам сзади, вот спереди покажу. Длину лучше, чтобы оно удлиненное было. Готово. Вот такая морковочка у нас получилась. Очень красивая. И сейчас взвешиваем. Нам нужно 80 грамм моркови на 5 килограмм капусты. Из расчета на 1 килограмм 16 грамм. На 5 килограмм капусты мы берем либо 80, либо 100 грамм моркови и 80, либо 100 грамм соли. Присаливаем. Всю граммовку под видео в описании обязательно укажу. Уже у меня капуста сок дала, потому что она сочная. Когда нарезаешь, она уже дает сок. Ну, конечно же, соль сейчас усилит это движение. И сейчас начнет выделяться сок. Не жимкаем капусту. Просто ее вот так перебираем. У меня больших тазов нет. И я вот сейчас потихоньку всю капустку вот так перебираю. Не жимкаю ее, а вот так хорошо ее перебираю. И эту капусту сейчас тоже солью пересыпем. Несколько горошек добавляем черный. И сверху солью. Потом еще и лавровый лист будем добавлять. И снова ту же самую процедуру делаем. Легкий массаж капусте нашей. Очень вкусная ферментированная квашеная капуста получается. Я вам очень рекомендую приготовить вот так именно. Обычно квасят в эмалированной посуде, в стеклянной. Я переложу, пусть у меня квасится несколько дней. У меня температура комнатная, где-то 3-4 дня. В пластмассовой таре. А потом я уже все буду перекладывать в большие банки стеклянные. Уже сок пустила, посмотрите. Вся влажная капуста. Внизу уже сок образовался. Дадим хотя бы вот так 30 минут полежать капустке нашей. Пустить сок. Один листочек лаврушки вовнутрь. Вот посмотрите, у меня уже сейчас в этом тазике уместилось все 5 килограмм. Очень много сока пустила уже капуста. Я вам покажу сейчас. Укладываем. Очень быстро это все происходит. А как вкусно. К основным блюдам немножко лучок, растительное масло. И вот сейчас мы утрамбовываем. Вот так. Где-то в серединке тоже добавим лаврушку. Добавляем. Хорошенечко утрамбовываем. Почему я такую емкость взяла? Во-первых, удобно утрамбовывать. Во-вторых, в течение этих 3-4 дней, пока будет кваситься капуста, я деревяшкой буду протыкать, чтобы капуста не портилась, не темнела. Очень важно. И проверяем, чтобы сок был. Деревяшкой обязательно протыкать надо, чтобы углекислый газ выталкивался и капуста не была кислой. Если вы передержите капусту в теплом месте, вовремя ее на холод не уберете, она тоже у вас начнет киснуть. Поэтому очень важно. Если у вас температура дома 15-18 градусов, то вы можете и 7 дней подержать. Если температура 24, то 3 дня и уже нужно будет капусту убирать в холодильник. Посмотрите, сколько у меня здесь сока. Видите? Уже капуста сколько сока дала. Вот это результат именно поздней капусты. Еще лаврушечку добавляем. Сначала утрамбовываем хорошенечко. И потом уже будем заливать соком своим. Конечно же, квасят капусту, маринуют, солят
быстрым способом, горячей водой, холодной водой. Все способы хороши, но вот полезность именно вот такой квашеной капусты. Посмотрите, сколько сока, какая красота. Я грамм водички не добавляла. Все, у меня уже в соку. Поджимаю еще, утрамбовываем. И сейчас тарелочку и под пресс. Ни в коем случае вот так не закрывайте. У вас задохнется капуста. Просто можете прикрыть крышкой. Вот так. В качестве грузила у меня будет банка с персиками. И сейчас, вот посмотрите, сколько сока. Тарелочку укладываем сюда. Устанавливаем грузило. И обязательно накрываем марлей, чтобы никакие мошки не попали туда. Вот так, двойная марля у меня. Все, оставляем. Так как у меня, вы видите, до горлышка большое расстояние, если у вас прямо вплотную, тогда емкость ставите в какой-нибудь тазичек или тарелку большую с бортиками, потому что при квашении капуста будет сок выливаться. Все, оставляем на 3-4 дня. Каждый день я буду подходить и обязательно, ну я буду вам показывать, палочкой протыкать, выпускать углекислый газ. Посмотрим, что у нас тут получилось. Видите, пузырьков пока нет. А сейчас откроем тарелочку и появятся пузыри. Спрессовалось все. И поэтому нужно обязательно вот так вот палочкой со дна, прямо до дна. У меня вот скалка. И я вот так вот обязательно поднимаю капустку. Видите, сколько пузырьков? Вот эта кислота должна выходить. Иначе капуста будет мутная, темная, невкусная, кислая будет капуста. Это уже у меня второй день. Капустка уже хорошо соль взяла. Потрясающе. Вот по мне 16 грамм соли отлично. И сейчас снова прижимаем. Вот так. Утрамбовываем. Сока достаточно. Вся капуста должна быть в соке. Она у меня уже очень хорошо заквасилась. Я думаю, еще один день. И уже можно будет убирать в холодильник. То же самое ставим под гнет. У меня это потрясающие персики. И накрываем марлей при комнатной температуре. Уже прошло 4 дня. Я выпускала воздух, углекислый газ. У нас уже получилась капустка ферментированная, просто потрясающая. Уже вот больше держать ее нельзя, ее надо уже в холод, чтобы она стала хрустящей. Она сейчас тоже хрустящая, но после холода она будет ядреная. Пробуем. В меру соли, нежная кислинка, просто прелесть. Перекладываем в емкость. Перекладываем капусту. В стеклянную емкость я перекладываю, так она более сохраняется лучше. И в пластике нежелательно держать. У меня как раз большая банка. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вариации вы любите капусты. Я еще люблю очень с клюквой и с зеленым яблочком. С брусникой тоже люблю. Напишите мне, пожалуйста. Я буду очень благодарна вам за ваш опыт. Вот так, поджимаем. Я думаю, у меня как раз в эту банку поместится полностью капустка. И уже будем ее кушать. Обязательно советую вам такую капустку приготовить. И вкусная, и полезная. Вот так должен быть сок. Даже вот немножко уберу, чтобы не выливалось в холодильнике. И сюда устанавливаю вот такое маленькое блюдечко. Вот так. Все. Отправляем в холодильник. В холодильнике у меня постояла капуста 2 дня. Она сейчас такая ядреная стала. Побелела. Отжимаем ее и кушать в емкость. Обязательно нужно отжимать. Пересыпаем репчатым луком. Сейчас все будем смешивать. И растительным маслом. Немножко совсем. После того, как капусту достали, снова добиваемся того, чтобы сок был наверху. Небольшой пресс. Вот у меня маленькое блюдечко. Накрываем и в холодильник. Смешиваем капусту с лучком. Итак, дорогие друзья, капуста получилась беленькая, очень красивая, хрустящая. Как она вкусно пахнет. А какая польза от нее? Не капуста, а просто находка. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк,
Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Отдельная благодарность вам за обратную связь. Напишите в комментариях, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами. Желаю вам мира и добра. Пока-пока.